Здравствуйте, уважаемые ученики! Добро пожаловать на урок чтения. Желаю всем хорошего настроения. Книга учит и книга воспитывает только тех, кто читает и впитывает, а у тех, кто по строчкам несется, лишь одна пустота остается. Ребята, из этого ребуса прочитайте буквы русского алфавита. Да, получилось слово «Есенин». Сегодня мы познакомимся с стихотворением Сергея Александровича Есенина «Пароша». Сегодня на уроке познакомитесь с новым стихотворением. Пополните свой словарный запас. Узнайте о явлениях природы. Сергей Александрович Есенин – русский поэт. Родился 3 октября 1895 года в селе Константиново. Стихи Сергей Александрович Есенин писал с детства. Для детей написал множество стихотворений. Например, «Русь», «Пароша», «Белая береза», «С добрым утром», «Поет зима аукает», «Зима», «Звезды». Ребята, слово «пароша» означает свежий, рыхлый слой выпавшего с вечера или ночью снега. Сергей Александрович Есенин «Пароша». Еду тихо, слышны звоны, под копытом на снегу только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой, дремлет лес под сказку сна, словно белою косынкой повязалась сосна. Понагнулась, как старушка, оперлась на клюку, а под самою макушкой долбит дятел на суку. Скачет конь, просторы много, валит снег и стелет шаль, бесконечная дорога убегает лентой вдаль. А теперь наша традиционная стена слов. Итак, смысл новых слов. Понагнулась, наклонилась, оперлась, воспользовалась как опорой, подборкой, макушка, вершина чего-нибудь, валит, падает, долбит, делает углубление. Ребята, понравилось вам стихотворение? А давайте проанализируем стихотворение с помощью кроссворда. Отвечая на вопросы кроссворда, заполняем клеточки. Итак, вопросы. Первый вопрос относится к первой строфе. Лирический герой этого стихотворения кто? Второй вопрос относится к третьей строфе. С кем сравнивает поэт сосну? Третий вопрос тоже относится к третьей строфе. Как называется палка с кривым верхним концом? Четвертый вопрос относится к четвертой строфе. Как называется большой вязаный или тканый платок? А пятый вопрос относится к первой строфе. Что видит поэт вокруг себя? Если правильно ответите на вопросы, то легко можете заполнять клеточки. Очень интересное стихотворение. Ребята, у меня к вам вопросы. Как вы думаете, что может звенеть под копытом на снегу? С кем сравнивает Есенин сосну? Что у них общего? Как вы понимаете слово «валит снег и стелет шаль»? Домашнее задание. Выучите наизусть стихотворение, сделайте иллюстрацию к стихотворению, письменно ответьте на вопросы. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания.